Здесь, в сквере, около торгового центра «Зимняя вишня», жители организовали мемориал скорби. В огне пожара погибло много детей. К сожалению, такие стихийные мемориалы, увы, знакомы и нам, жителям Татарстана. В 2011 году вблизи поселка Сюкеево, что в Камск-Устинском районе, затонул теплоход «Булгария». Трагедия, которая произошла здесь, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, очень схожа с той, которая случилась в Казани, в Адмирале в 2015 году. Общее горе, общая боль. Эти кадры мы сняли в четверг. К торговому центру «Зимняя вишня» идут и идут люди. Одни с цветами, другие с коробками игрушек. Боль объединила всех. В центре мемориала вот эта чебурашка и надпись «Простите, дети». Очень тяжело. У меня сын должен был пойти на этот сеанс. Я вот просто чудовищно вообще представлю о том, что... Светлана едва сдерживает слезы. Говорит, ее сын хотел пойти в воскресенье в торговый центр, в кинотеатр, посмотреть премьеру. Как раз в то время, когда и начался пожар. Но она настояла на том, чтобы сходить в магазин, купить обувь. Какой-то долг, что ли, чтобы прийти, вот почтить память, помолиться за них. Чтобы им было там теперь на том свете хорошо и легко. Поселок Трещевский, 40 километров от Кемерово. На крыльце школы зажженные свечи и цветы. Девочки стали писать СМС, звонить с теми словами, что мы задыхаемся, дверь заблокирована. Заместитель директора школы тоже едва сдерживает слезы. В селе траур. Людмила Бегеза показывает нам класс. Здесь за партами сидели две Вики, Вероника, Таня, Лена и Настя. В первый день каникул школьницы вместе с родителями и классным руководителем, в отличие от сына Светланы, пошли на премьеру мультфильма. Людмила Бегеза говорит, невозможно поверить в то, что здесь, в школе, больше не услышат звонкого смеха девочек-подружек. Они выросли на глазах жителей села, вместе ходили в садик. Им было всего 11 лет. В списке пропавших без вести ровно половина, 6 из 12 человек 5 класса. Людмила заверяет нас, информация о том, что классный руководитель попросила закрыть кинозал на ключ, а в это время пошла за покупками, неправда. Это сделал кто-то другой. Родители сами сказали, что их закрыли на ключ. Потому что отец одной из девочки это видел. Он спросил, зачем вы их закрываете? Ему ответили, у нас такие правила, что не хватает сотрудников. Они рвались, дайте нам какие-то повязки, чтобы спасти-то детей. Их уже не пустили, потому что туда было невозможно пройти. Вы сами видели, как это все за считанные минуты, 2-3 минуты, и все. Эти кадры всю неделю не сходят с экранов телевизоров. На съемках, сделанных с квадрокоптера, хорошо видно, что выгорело 2 верхних этажа и обрушилась крыша. В тот день, когда наша съемочная группа работала в Кемерово, внутрь торгового центра никого не пускали. Там шли следственные мероприятия. Территория была оцеплена. Пожар, 4-й этаж, где кинотеатр полностью затемнен, полностью в дыму, все горит, народ весь в панике, дети плачут. Страшно. Ну все, уже все дымом, 1-й этаж тоже затягивают. Кошмар какой-то. Блин, где наш папа? Данил, выходим к машине, побежали. Мужики, сейчас точно задохнемся. Напомню, сигнал о пожаре на пульт дежурного поступил в воскресенье, 25 марта в 5 часу вечера. В самом торговом центре оповещение, по словам очевидцев, не сработало. Люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. В огне пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Во вторник в Кемерово приехал Владимир Путин. Президент навестил пострадавших в больнице. Потребовал, чтобы расследование трагедии было максимально прозрачным и объективным. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии, теряем столько людей.
Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Город маленький сам по себе. Я думаю, вот эта трагедия настоящая, это так или иначе коснулось каждого. Весь город скорбит. Кемерово – большая диаспора татар. Ее представитель Мансур Саттаров говорит, о трагедии узнал на работе на сцене музыкального театра Кузбасса. Еле доиграл представление. В торговом центре на 4-м этаже он бывал часто, ведь именно там был расположен развлекательный центр. Работал аниматором на детских мероприятиях. Скажу честно, что выходов там просто не было. Вот детская зона, ни окон, ни дверей. То есть всего там 2 выхода было, по-моему, по эскалаторам. И лифт, который не работал. То есть дети, получается, остались заперти. Я пришел так же утром, как и все, сдать кровь. В результате я пришел, там порядка было уже 47 человек где-то примерно. И видно, что люди стоят в очереди были далеко уже за пределами входа. Пока стоял, там пришло порядка уже еще 120, наверное. Алексей Барков и Андрей Шмаль в эти дни помогали медикам. Активисты ОНФ формировали списки тех, кто хочет помочь. Желающих сдать кровь было очень много. Сейчас банк крови уже переполнен, а люди идут и идут. Приезжали хоккейная команда. Сегодня вот приезжала большая бригада с шахты Бутовки. Порядка 30 человек. Все сдают кровь, все хотят помочь, чем могут. Если конкретно сказать по поводу всего случившегося, о причинах, это вот, конечно, классическая вот это русский авось да не бойся. Это классический бардак. Один не включил кнопку аварийную, потому что непонятно почему. Потому что до этого срабатывала много раз сигнализация, вот чтобы, не беспокоило. Проще нажать и выключить, не думая. С председателем Совета национальных общественных объединений Кемеровской области, советником муфтия, мы встретились в Белой мечети. Несколько минут назад здесь закончили читать молитву в память о жертвах страшной трагедии. У нас и Лапландия, она такая же. Люди давно уже говорят, что там... То есть, некоторые знакомые говорят, которые непосредственно при проекте, вот я знаю, у меня знакомый, он прям говорил, вы не ходите туда, потому что, страшно, все это страшно. Таких торговых центров, как «Зимняя вишня», в Кемерово несколько, говорит Наталья Струкалина. Их необходимо проверить. В Кемерово женщина живет 20 лет. Мы познакомились с ней в Москве, вместе летели на самолете. Популярность именно «Зимней вишни» Наталья объясняет просто. Во-первых, центр города. Во-вторых, недорого. Мне кажется, это преступление. Разрешать из каких-то бытовых сооружений, которые совершенно не предназначены для таких целей, делать какие-то развлекательные центры. Раньше в этом здании располагалась Кемеровская кондитерская фабрика. Затем была проведена полная реконструкция. Вместо 2 этажей стало 4. Но при этом, видимо, сэкономили на безопасности. Торговый центр «Зимняя вишня» открылся в 2013 году. Его владелец – миллиардер Денис Штенгелов. Сейчас он живет в Австралии. На этой неделе глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что торговый центр «Зимняя вишня» будет снесен. Здесь, в Кемерово, местные жители надеются, что на этом месте появится часовня. На этой неделе стало известно, что земельный участок, на котором располагался торговый центр «Адмирал» в Казани, да, вот этот, выставлен на продажу за 790 миллионов рублей. 3 недели назад исполнилось ровно 3 года с момента трагедии. Тогда в торговом центре в огне пожара погибли 19 человек. О том, что здесь был торговый центр, напоминает, пожалуй, лишь вот этот обгоревший каркас. А теперь о совпадениях. Торговый центр «Адмирал» также был открыт в реконструированном здании, но завода «Серп и молот». Владелец также российский миллиардер. Возникает вопрос, почему урок, преподнесенный жизнью, не был усвоен. И трагедия почти один в один повторилась в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В Казани, как и в Кемерово, понадобилось около 8 часов для того, чтобы ликвидировать открытое горение. И в Казани, и в Кемерово более 70 пострадавших. И в Казани, и в Кемерово пожар начался в пристройке. В Казани уже установлено, это был человеческий фактор. В Кемерово причины выясняются. Примечателен и тот факт, что пожар в 2 городах произошел в 1 часу дня по московскому времени, с разницей в 3 года.
Среда, около часа дня. Ничто не предвещало беды. На первых этажах в кафешках сидели посетители, ходили покупатели, выбирали товар. И тут сигнал. Пожар. Разница лишь в том, что в Адмирале не было детской зоны. Бог уберег, погибших детей нет. Но среди жертв 9 иностранных граждан. И в Казани, и в Кемерово возбуждены уголовные дела. В Казани на скамье подсудимых оказались 12 человек. В Кемерово в рамках уголовного дела уже предъявлены обвинения и арестованы 7 фигурантов. Хочу подчеркнуть еще одну деталь. В 2015 году представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что официально торговый центр «Адмирал» не был введен в эксплуатацию. Тоже мы услышали от Следственного комитета в пятницу, но уже по зимней вишне. Задержана начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания «Зимней вишни». После трагедии в Кемерово Владимир Путин дал поручение проверить все торгово-развлекательные центры страны на предмет безопасности. Сергей Темляков, Андрей Мохов, Кемерово, Казань.